Друзья, всем привет! 11 августа. И у нас сегодня намечается рыбалка. Рыбалка с ночевкой. Возможно, невозможно даже. Планируем на 2 ночевки. Наконец-то 11 августа мы впервые за лето выезжаем именно на рыбалку. Не совместно с чем-то, не по пути, а выезжаем на рыбалку. Это первая серьезная рыбалка, первая рыбалка с ночевкой. Просто позвонили друзья, позвонил Славик с города Ухты, созвонились, обговорили, едет с друзьями, едут втроем. Уже поступил звонок, они с Ухты выехали, повернули на нашу деревню уже на отворотах, и буквально через минут 15 они будут здесь. Лето закончилось, пошли дожди, на термометре 10 градусов, не больше. Все, вот уже с вчерашнего где-то после обеда пошло поливать, картошку всю положила, картофель начал чернеть, но ничего, цветет, еще растет. В общем, жизнь в деревне продолжается, скажем так. Забот, хлопот, как всегда, море. Но мы отдохнем от всего этого и выйдем на рыбалочку. Отдыхать тоже надо. Работать можно без конца, работа всегда в деревне найдется. И еще, друзья, сегодня 11 августа, сегодня день рождения моей самой старшей сестры Галины. От души поздравляю, Галя, тебя с днем рождения. Желаю, самое главное, здоровья. Остальное все будет. Счастье, благополучие. Чтобы все у тебя было. И чтобы за это ничего не было. В общем, с днем рождения, Галя. Ну а мы в предвкушении прекрасного выезжаем. Вот моя Нивушка. Сажусь в машину и еду встречать наших гостей с города Ухты. Нас провожает Джессика, красотка. Джесси вот заметила птичку. Охотница, настоящая охотница, да? Скоро пойдем на утку. Через 3 недели откроется у нас утиная охота уже. И Белый провожает. Гулял всю ночь где-то, да, Белый? С собой мы взяли только посуду и рюкзачок. Вот такой рюкзак. Набил аппаратурой. Очень удобный чехол. С ткани Оксфорд. Накрыл его, чтобы он не промокал. В общем, все. Погнали встречать гостей. Рыбалка начинается. Пока, Белый. Надеюсь, рыбки я тебе привезу. Ведерки взяли. И ты, шалопайка, пока тебя брать пока не буду. Скоро пойдем гулять уже. Скоро, очень скоро. Скоро, малышка. Так, друзья, пока ждал гостей, вспомнил, друзья, что забыл взять бензопилу. Топор, как бы на улице лето, но дрова все равно нужны для костра. Ну и, возможно, для избушки ночью. Пока съездил за пилой и за дровами, в общем, позвонили и сказали, что они уже приехали. Мы разминулись немножко, но ничего страшного. Вот, вижу, они уже стоят. Сейчас мы посмотрим наших рыбачков. На улице дождь. Так, на какой машине? Вижу, классика. Сейчас мы это посмотрим. Сейчас мы это посмотрим. Никуда не скроешься от зоркого глаза. Ну, здравствуйте, рыбачки. Видеоны. Здрасте. Здрасте. Костя. Геннадий. Стас. Все. Вот такой вот дружной компанией. Славика вы уже видели, надеюсь. Или там мне. Нет, того ролика не было. Не было вроде бы. Костя, Стас, правильно, не наоборот. Так что
попробуем сейчас сначала не путать. Так, ну что, теперь... Да, у вас-то не так. У меня у одного больше бывает, как я. Полный багажник. Все, перетариваем все это хозяйство в Ниву, сколько влезет. Берем только тут. Так, одеваем сапоги. Сейчас лодку, наверное, спустим сначала. Когда... Ну все, занимаемся приготовлением. Все, валим. Скорее уже. Что, у вас тебе это, да? Сухо? Ух ты. Да. Вот мы уезжали, солнышко светит. Вот так вот. Каких-то неполных 200 километров, да, считай? Напрямую и того, наверное, меньше. А здесь начался Глеб после воевоза. Все, у нас уже вторые сутки поливает. Ладно, все, погнали. Ну что, идут последние приготовления. Лодки уже на воде, как мы видим. Загрузка, погрузка. Заправляем бензином канистру. Слава, рюкзак твой. И вот я с последней копчушки взял рыбы. Парни мне тут сразу начали, нарушаем традицию, все такое. Сколько раз мы видели, что рыба к рыбе. Сколько раз мы брали на рыбалку рыбу? Много раз. И как бы без рыбы не приезжали. Наоборот, бывает, рыбу не берешь и не клюет. Так что это, я так думаю, эта примета не работает. А как она сработает на этот раз, мы это увидим. Так что много рыбы не взяли. Там где-то одна рыбная консерва вроде была, на всякий случай. И вот эта копчушка, которая... Где она? Вот такая вот замечательная копчушка. Немного последний, немножко здесь было. Вот это окушарики холодного копчения. Запах. Понюхай, понюхай, какой запах. Вообще обалденный. Холодного копчения. Так что будем надеяться, попробуем, что рыба к рыбе она сработает. А так, смотри, овощи, фрукты. Пообедать надо. Все по уму. Чуть-чуть перекусим и пойдем. В общем, осталось совсем немножко. На реке сплошной туман. Волна, ну небольшая, нормально. Если такая погода будет, то вообще будет шикарно. Ни комаров, ни жарко, ни холодно. Вообще будет прекрасно. Сейчас небольшой перекус. Может, это туда на песочек пойдем или здесь будем? Да здесь что? Нормально. Там неудобно, мне кажется. Да, неудобно. Там на песочке и лодки гулять не будет. Затянем, ну. А, ну давайте. Да. Все, пошли перекусим. Пока льется бенз. Заправим лодки, заправим и себя. Сейчас я машину еще отгоню и потом уже все. Все, в принципе, даже есть свободное место. Кто желающий. Да, что редко бывает. Что, хочешь скорость измерить? Это крышки. Сильно места нет разогнаться, но здесь если только немножко. Не надо. Где-то поедет. Я на Казанке 42-44 на ней ездил, на Казанке. А сейчас 34, да? Пустой он 40 где-то побежит. На Казанке 42-44 вроде бы. Вроде проскочили. Лабиринтами приходится ехать.
потяжелело вообще до ужаса. Сейчас дожди, вода должна подняться, будет проще немного. В смысле удочки? Да. Да, сейчас покидаем. Так, ну что, первая остановка. Как бы так себе рыба здесь может быть. Окунь, щука, язь, все что угодно. Немного сплавимся самосплавом. И посмотрим. Мне тоже надо перекрутиться. Что, удочки? Ну да, у нас ничего не готово, надо сейчас все перекрутить, намотать. Ну ничего, а ты что, приподнял мотор или что? Зачем? Ну, вот сейчас. А, зачем? Вдруг прибьет к берегу. А, ну Мало понятно. Ну все, пробуем. А мы там что, где обходили и тормозили, там мелко, да, или что? Очень мелко. Да? Очень мелко. Так что лучше идти за мной. Я и сам как бы знаю фарватер, и то бывает, что шпонку врешь, там тюхиваешься. Шаг лево, шаг право, тут глубины нет, печора мелкая вообще. Вон, это вон печора, что ли, блин? Печора только глубоко весной. Первый заброс. Смотрим, только нас что-то прибивает к берегу, блин. Надо было подальше немного оттолкнуться. Подальше к центру нас что-то к берегу вообще прибило. Что, уже есть? О, первый заброс у Славы и сразу рыба вон. Ты обалдел? О, только задрал ты слишком высоко. Куда ты его там задираешь-то так? Нормально. Нифига себе. Ну, это дело надо... Обмыть. Вячеслав Николаевич, а первого, говорят, отпускают. А? Ну, В этом случае. наоборот, некоторые говорят, да хорош, приметы тут не работают никакие. Все по-другому, все наоборот. Вон ведро какое-то кидай. Сейчас будем. Вон, а говоришь, рыба к рыбе, да, вот все такое. Да. Так, шапка. Там песочек, ну ладно, промоется. Вот. Все, ты первый, с тебя бутылка. А, какая серебристая? А, так я тебе рассказал. Я сейчас свою поставлю. Папу и Гуру. Так, что там, мы стоим, что ли, на месте? Она только упала, сразу хватил, да? Ага. Я еще близко кинул вроде. Так, ну что, гости все уже обрыбились, поймали по рыбке. Один я безрыбный остался, блин. А ты ловишь на эту? А я на резину, потому что на силикон. А вы все на железо, да? Да? Все на блесна, видишь? Когда как получается. Иногда блесна... Да нет, силикон тоже должен. Тыркнул уже кто-то там. Тыркнул. На перекате получается окунь, да, был? Зато на верхушку, ну, может на перекате харю схапнуть, блин. Бывает. Вот там надо было покидать, где я говорил, ну, то, что харю-то ловят. Так. Что-то вроде ветер. Если такой дождичек будет моросить, ничего страшного. Да. Главное, чтобы не палило. Где дымом пахнет, горит что-то. Ох ты, крупняк. Вот это да, монстр. Прям под лодкой взял. Давай за дедушкой сбегай. Ну и что, я обрыбился. Выдернул и я своего окуня с третьего раза. Тырк-тырк. Тыркнул, так тыркнул. Вот. Ну, мелковатый. Нормально. Что-то он такой. На уху на маленький котелок уже надергали. У нас большого нет. У нас два маленьких. Главное, он берет, и то это уже радует. Если он не берет, то вообще кидай, не кидай. Бывает такое, что все глушняк. Особенно в жару, вот сейчас вот что было. О, поймал.
Уклейку берете? О, братан, вот это у тебя улов. Уклейку берете? Опа, прям под конец, прикинь. О, как хорошо. Хариус, что ли, нет? А? Удовольствие какое, да? Ген, Нихера себе там. Красавчик, ну. Грамм 300 есть по-любому, да? я таких и не ловил. 20 всего, да? Тоже на перекате, да, считай, взял? Аккуратней. Подними мотор полностью. Что, он получается на перекате, что ли, стоит, блин? Что у нас? 3-4 окушка здесь. И у вас сколько? Тоже 4? 2. 6 окуней. Ну вот еще одного ловим и валим в избу. 7 окуней, это уже уху сварить можно, да? И кто сказал, что рыба не к рыбе? 7 окуней взяли, 7 окуней поймали. Вот если бы я больше взял, поймали бы больше. А так все, больше не поймаем. Да вон погода испортилась полностью, дождь идет. Так что, наверное, надо ехать в избу. Хотя бы шмотки оставим, чтобы не мокли просто. Да, лишнее, да? Да. Вот сейчас вот это все мокнет, продукты. Зараза. Что, была поклевка? Ну все, давайте до первого окуня и валим, а то... Ух ты. А то будем мы сейчас мокрые. Еще ветер боковой, блин. Все. Последний заброс. Поймаем, не поймаем, точно валим. Да не. Это Да, мел. во, я его отпустил. Это мел. Опа. О, смотри, кого я поймал. Вот, дело поймал. Вот он, красавчик. Вот это да. О, Славка отпустил, смотри, он уже успел вырасти. Все, я тоже отпускаю. Давай, он успел, он быстро растут они здесь на Печоре. Все, я понял, как грибы на глаза. Чужие рыбы быстро растут. Давай, сталкивайся. Все, мы же хотели это, да? Едем, да, все. Поехали. Че подождем? Так, ну вот, очередная остановочка. Несмотря на мутную воду, здесь бьют ключи. И вода очень и очень мутная. Ну вот, Славка парочку вытащил. Я одного. Окунь клюет, окунь поклевывает. Так что до избы осталось совсем немножко. И мы попробуем. Вот она. Вот очередная поклевка. Окунь неплохой окунь, да, такой хорошенький. Вот он. Красавчик. На глаз. Забагрел? Так что пробуем. Опа, и чуть не упустил. Так, главное потом его с лодки достать. Так, вон. Ветер нас поднимает против течения. Нашел, да? Против течения. Быстрая проводка здесь не катит, потому что вода мутная, видать, а нет. А вот медленная проводка, я даже поймал вообще отвесная. Ну, практически под лодкой я его поймал. Вот что, Слава, удивительно, да? Вот это бревно уже 3 года не смывает никакой большой водой. Вода доходит вот до туда, да, до берега, считай, до верхушки.
А вот это как лежит, так и лежит. Зацеплено, видишь. Уже 3 года вот это бревно, получается, стоит на месте, даже не шелохается, блин. Ну, здравствуй, берег, здравствуй, изба. Она, правда, немного тут повыше. В этом году новшество, вот уронило дерево. Раньше тут по лестнице такой вертикально поднимались. Сейчас будем подниматься так. Перетариваем все вещи. Бензин заправляемся. В общем, оставляем все лишнее и попробуем вот здесь вот порыбачить окуня немного. Тут ручей, окунь тоже бывает собирается. Пообедаем, наверное, перекусим и пойдем. Все, пошли в избу. Вот такой вот улов у нас. У вас так и два есть, да? Да? Ну, у нас... А вы что-то наколотили там, да? Ну, не... Ай, что чешешь-то, а? Раз, два, три, четыре, пять. Десяток, короче. Что такое-то, блин? Рыба по суху не ходит. Еще совсем недавно, буквально, ну как недавно, скоро уже год будет, а мне кажется, совсем недавно, прошло еще только полгода. Мы прощались с ней, было закрытие навигации, говорили до свидания, встретимся через полгода или еще раньше. Нет, получилось. Встретились мы с этой избушкой уже, получается, месяцев через 8. Сейчас июль. Ну, надеюсь, не в последний раз. Мы еще встретимся. Все на месте, все в порядке. Как, в принципе, все и оставляли. Народ был, конечно. Немножко ветром уронило деревья, немножко их попилили. В порядок привели, как бы принесли водички, все нормально. Все на месте, изба стоит, и это радует. Наша яма уже практически полная. За 2-3 летних месяца накидали. Пластик, я не знаю, зачем кидают, можно сжигать в костре. Банки можно смять. Ну, никто этим не занимается. Яма заполняется очень и очень быстро. Ничего страшного. Справимся мы и с этой проблемой. В общем, друзья, короткий перекус. Все необходимое, то, что для ночевки, для еды, все завезли в избу. Готовится обед. Сейчас перекусим и пойдем дальше. Рыбу ловить. Ну да. А для чего же мы сюда приехали? Рыбацкого напитка сейчас выпьем. Ну да, квас. Квасок, Матрена. Матрешка. Матрена. Вот. Читаем главные правила этой избушки. Основное правило — относись как к своему дому. Чистота и порядок. Как-то вот так. Так что всем приятного аппетита, кто с нами. Стоп. Маханем мы вместе. Так что секунду. Далеко не теряемся. Давай для зрителей сюда. Ну что, всем приятного аппетита. Зрителям. Ну. Полную, что ли? Пойдет. Нормально, хватит или как? Или добавить еще? Давай, добавить еще. Добавим, давай. Слышь, говорят, добавить. Много зрителей. Тырма, все. Друзья, это вам. Это вам. В последнее время участились такие комментарии, что многие говорят, как скучно-то стало, какие скучные ролики, где рыбацкий, где все. Я говорю, все будет, когда будет у нас рыбалка с ночевкой. Рыбалка с ночевкой у нас уже намечается, пока не ночевка. Но время обед, я так думаю, по маленькой пропустить уже можно за обедом. Тем более вот такой вот китайский ресторан. Вот такой. Рыбы нет. Рыбу мы поймали уже. Уха будет вечером. Я в садок сейчас все. Это вечером все организуем. Так что, друзья, это ваше. А это вот маленькие наши. Потому что нам еще сегодня Наперсточки. ловить и ловить. Так, и с друзьями тоже. Давайте. Не стесняйтесь. Все, друзья. За рыбалку. За нее. Соленый огурец. Хлеба нарезали. Да? Хлеб. Вот. Что за напиток такой у вас? Напиток где? Вот это. Это я не знаю, это ваш напиток.
Наш там педагог рыбацкий. Ну, это тоже рыбацкий, только легкий рыбацкий. Да. А лайт. С погодой пока везет. Да. Хорошая китайская кухня. Удачно. Не, самое главное, первый заброс, да, Слава, у тебя? Хлоп сразу. Но мы еще расчехлиться не успели, Слава уже, смотрю, тянет. Я говорю, ты что, офигел? И причем как-то у всех пошло, да? Ну, жадный, Чик-чик-чик. заглатывает там. Ого-го. Нормально. Я так думаю, если все нормально, сейчас поедем вниз. Ну смотри, ты вот поменял наживку. Нифига, да, ничего не было. Нет. Сейчас опять обратно поставил вот эту Нет. же. Я старый. Ну вот я поменял и... Ну я говорю, опять той же, на которую идет. А там у тебя что, мепс На был? новый, на новый. Мепс был, да? Или что? Я простая. Мэпс. Двоечка. Однерка, наверное, да, у тебя Двойка. была? Двойка. Сейчас тройку поставил, вроде не брал, раз, 2 штуки взяла. Это как мне в комментариях написали. Вот у нас ловит горячетка, блин, забыл, как название-то было. Такая-то блесна. Вот с таким-то хвостиком. Блин, забыл. Я пошел в магазин, 500 рублей блесенка стоит. Я такой, не, у меня полный ящик снастей, блин, что-то мне жаба задушила, за 500 рублей блесенку покупать. Я говорю, нет. Раньше из ложек делали блесны и ловили, да? Ложка-то ладно, с 5 рублевых там этих медных делали, начищали до блеска, и ничего, нормально все было. И ловили? Да я считаю так, лучше, когда чем рыба на- ловится, на все она подряд, да? ловится Ну, на да, все да. подряд. Когда не ловится, да, может быть, отдает к чему-то предпочтение, но ты... Так и зимой. Вот мормышки меняют туда-сюда, мне кажется. Если она кариус берет, на пустую мормушку она хапает. А когда не берет, ты хочешь что с ней делать? Да, может быть, там нимбочка сверху, там тоненькая леска, когда, ну, выделывается, может быть, да. Но в основном или ловится, или не ловится. Одно из двух. Я так считаю. А что тут завешай уже? Это все уже, что, по второй? Между первой и Да, второй? конечно, надо Мы поесть как же. зимой приехали с камерой. А, с подводной камерой. Прогорелись, камеру отпускаем, вот Харик стоит. Идем туда, там боремся, он оттуда в другое место. А ты видел, до этого году я успел заснять, это, как он плавает красиво. Саня, я говорю, вот он, раз, он бац. А у тебя подводная камера есть? Калипсо, да. Да? Ты сейчас телефон можешь отпускать. Нет, у меня она как бы Отпусти. с функцией записи и все. Я в Питере сейчас снимал рыбу. Партию нормально. Пруду? Ну, сейчас мы вон проволоки Нет, у меня привяжем, калипсо есть, посмотрим. просто я не стал брать, смысл летом брать, она все равно. Ну, подводка, да. она может загаситься, конечно, тем более окунь, но Мгм. зимой вообще красота. Смотришь, особенно когда речка чистая, Вода чистая, ага. хариус поднимается, вообще красота, блин. Я в костюме плавал, вообще красиво просто. Ну, вот так смотришь удочку, да. А когда под водой плаваешь, все вот эти пузырьки, Ты с аквалангами или просто ну, с трубкой. с трубкой надо Да, задержку? ну, вообще красиво. Ну давайте. Я думал, может, Ну, вот это- он стоит, Хариш, такой вроде огромный, а там метров 5. Ну, вроде рукой сейчас коснуться ему. Давайте. Где? Где-то. Так, моих другов не забываем. Мгм. Смотрите, с каких пьем мы сегодня наперсточках. Это так, потому что еще не вечер. Вот вечером перейдем вот на такие. На ваше. Так, холодильник еще сюда вот надо привезти. Не в смысле холодильник, чтобы он охлаждал и работал, а вместо шкафа. Я тут туда все внутренности выставил. Ну, от мышей, от всего этого. Уже с прошлого года, уже год везу. Сейчас уже была мысль, я думал. Нет. Да Валя еще говорит, да, что вы там грузиться будете, потом отвезешь. Все, потом. А так я хочу его поставить, ну, куда-то. Так, южная, вот сюда, наверное, холодильник. И все, уже закрыл. Ни мышей, ничего, ну, только Мишка. Только Мишка. Не знаю, сколько этот берег еще сохранится. Он каждым годом все рушится, но пока Смывает, успеем. Смывает, наверное, Размывает. да? Мгм. А так, этот год вода большая была, прошлый год так себе, а позапрошлый здесь вот вода панара была. Да. Это все это под водой получается. Мгм.
Ладненько, все интересно впереди. Кушаем, обедаем и на рыбалку.